вы должны научиться выбрать профессию. Международный день студентов в компании главы региона Юнусбек Евкуров встретился с представителями активной молодежи. Потолок украшен в восточном стиле. Здесь нарисованы 99 имен Аллаха. До 500 прихожан одновременно, жители Аль-Гетти в ожидании открытия новой мечети. На месте строительства комплекса побывал наш корреспондент. По данным выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры, также дано предписание со сроком их исполнения. Неисправимый вред экологии. Кто и почему сливал канализационные отходы в реку Сунжа, разбирались представители надзирающих органов. Возможно, когда-то именно с таким кувшином на плече моя прабабушка ходила за водой к роднику. Каково это иметь собственный музей? Спросим у Богодвина Гагиева. С его коллекцией предметов старины ознакомилась Мария Местоева. Соперник у меня француз, неплохой в борьбе, хороший грэпплинг. 7 ингушских спортсменов примут участие в битве нартов. Сейчас бойцы проходят усиленные тренировки. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. В Москве прошла 3-я межведомственная научно-практическая конференция, посвященная информационному взаимодействию при решении задач в области обороны России. В конференции участвовал глава Ингушетии, а также представители более 300 министерств, ведомств, региональных организаций, органов исполнительной власти, научных организаций, вузов, предприятий промышленности и бизнеса. Открыл работу научного форума глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что система межведомственного информационного взаимодействия показывает хорошие результаты, но нельзя останавливаться на достигнутом. Министр обороны подчеркнул, что важно постоянно оптимизировать алгоритм совместной работы министерств и ведомств при решении задач обороны страны. Глава Минобороны еще раз подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны напрямую зависит от слаженной работы всех органов государственной власти. Необходимо четко отлаженный механизм взаимодействия, основанный на передовых формах и методах. Созданный в 2013 году Национальный центр управления обороны Российской Федерации позволил сформировать систему межведомственного информационного взаимодействия, которая объединила органы государственной власти, госкорпорации и организации. Были разработаны ее нормативная база и техническая основа. Проведен комплекс мероприятий по подготовке органов управления, министерств и ведомств к совместной работе. В Зимнем саду администрации главы республики за одним столом собрались лучшие студенты Ингушского госуниверситета. Кто-то из них отличник учебы, другие участники олимпиад и люди с активной жизненной позицией. Руководитель субъекта поинтересовался планами молодых людей и отметил, что выбор профессии – один из самых важных вопросов в их жизни. Открывая встречу, Юнусбек Евкуров обращается к студентам с напутственными словами, которые помогут им в формировании себя как личности. Встретились в день так называемого Международного дня студентов. Это, наверное, самая такая яркая пора вашей жизни. Общаясь с вами и обращаясь к вам, конечно, я имею в виду всех студентов, которые учатся и в республике, и за пределами республики. И этим временем, конечно, надо дорожить. Дорожить можно им 3 способами. Это первое – учебой, хорошей учебой. Кому-то она дается на отлично, кому-то на тройки, кому-то на хорошо. Но хорошая учеба имеется в виду та учеба, которая позволяет тебе в последующем найти себя в жизни. Не обязательно быть круглым отличником, не всем это дано, как бы не старались, но тем не менее вот это должно быть. Второе, конечно, это дружба. Дружба с теми, с кем вы учитесь, с кем общаетесь по жизни, потом эта дружба пригодится. Не все по воле Всевышнего становятся министрами, не все ректорами университетов и главами субъектов. Но когда проходит время, наверное, многие сейчас, кто учился с вашим ректором, когда-то в школе, в вузе, я имею в виду наши
ребят, они обращаются к нему за помощью, он им всегда помогает. Почему? Потому что это студенческая пора, дружба, она такая вековая. И третье, конечно, то, что вы должны научиться выбрать профессию. И в ходе учебы переориентироваться, и после учебы, то есть смотреть, где вы себя видите и как вас видят. Поэтому я желаю вам успешной учебы, чтобы вы себя нашли вот этих 3 фундаментальных вещах, которые есть и присутствуют для студента. Глава республики призвал участников встречи также ответственно, как и к учебе, подойти к выбору будущей профессии. Многие ребята уже сегодня по линии соцсетей, выкладывая свое резюме, получают приглашение. И у нас есть такие примеры тоже в республике, когда ребят приглашают за пределы республики работать. Поэтому никогда не надо думать, что вы вот такой-то национальности, вас кто-то на работу не возьмет. Это глупости полные. Ни одной компании не нужно там делить людей на национальность. Они всегда смотрят на опыт, знания, умение работать и всегда ищут специалистов. Юнусбек Евкуров считает, что в современном мире активная молодежь всегда должна находиться в центре всех общественных событий и мероприятий, которые проходят в стране. И только будучи в курсе всех важных событий общества, можно найти себя и построить успешную карьеру. Вы принадлежите не себе, а обществу. И общество делает не просто там виртуальная личность, а вы его делаете, каждый из нас. И как мы его сделаем, так оно будет. Во-вторых, в общественных мероприятиях легче заметить. В-третьих, вы там нарабатываете большой опыт. Становитесь более раскованнее, приближенно к земле, к людям. И с общественных там различных проектов, в том числе студенческих, легче там засветиться, показаться. У нас есть много умных ребят, которые нигде не светят, нигде их не видно. Надо это делать, этого не надо стесняться. Глава региона также вспомнил и свои студенческие, а вернее курсантские годы. Он рассказал, что с момента окончания Рязанского десантного училища прошло почти 30 лет. Но несмотря на это, он до сих пор встречается со своими однокурсниками и часто вспоминает годы учебы. Мы сейчас встречаемся, когда там вспоминаем все эти приколы свои армейские. Там их тоже много было приколов. Смеемся, радуемся. Ну, то есть не скучная жизнь была, да, курсантская. Ну и то, что как над собой там подшучивали. Где-то там ночью там кому-то там гвоздями сапоги прибьешь по полу, там, вот он вскакивает, а сапоги прибитые. Или кто-то лежит, спит, ему зубной пасту, усы нарисуешь там. Ну, всякие были приколы. Ну, конечно, самое главное вспоминается, как я говорю, наши педагоги, которые были с огромной историей. У нас только в училище было порядка 10 там таких резидентов, которые там в разведке поработали в разных странах. Один даже был герой Советского Союза, который не носил звезду, и мы не знали, что он герой даже. И только после смерти, там через какое-то время, имелось право обозначить, что он был героем Советского Союза даже. Такие легендарные личности были. И вот это все вспоминалось. Глава республики также рассказал студентам, какую музыку предпочитает слушать, чем занимается в свободное время, а также поделился своими методами воспитания детей. Хади Добреева, Хусейн Гагиев, Новости 24. В Ингушетии появится 4 новых мировых судебных участка. Материальное обеспечение для их работы уже выделено из федерального бюджета. Об этом главе Ингушетии в ходе рабочей встречи сообщил председатель Верховного суда Республики Ибрагим Фаргиев. По его словам, тема мировой юстиции стала актуальной в связи с тем, что судебные участки в республике еще не приведены в действие. Председатель Верховного суда Республики обратился к главе региона с просьбой о поддержке законодательной инициативы и пригласил Юнусбека Евкурова принять участие в заседании квалификационной коллегии и Совета судей. Федеральным законом о внесении изменений в отдельные федеральные законы об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в республике, в субъекта Российской Федерации внесены изменения были. Мы как-то вас информировали об этом, что 30 декабря 2015 года Государственная Дума увеличила в нашей республике количество судебных участков.
В связи с этим закон принят, судебные участки еще не введены в действие, поскольку отсутствует республиканский закон по этим судебным участкам. Между тем, уже федеральная власть через судебный департамент при Верховном суде уже выделены соответствующие денежные средства, которые должны быть направлены на получение заработной платы судьям, которые будут работать, и социальный пакет судей, которые... Вот все сейчас на сегодняшний день упирается в вопросы принятия местного закона. Кроме того, сейчас активно идет работа, это работа до укомплектования квалификационных коллегий субъекта. Это планомерная работа, мы в тесном взаимодействии работаем с парламентом республики. Ну и нам бы понадобилась ваша помощь. По законодательной инициативе Верховного суда в Народное собрание внесено ряд законопроектов, поскольку в соответствии с Конституцией Республики Ингушетия Верховный суд Республики наделен правом законодательной инициативы. И вопросов, касающихся улучшения деятельности судов мировой юстиции в республике, внесены ряд законопроектов, и мы просили бы эти законопроекты поддержать вас. Здесь давайте мы разберемся с этим делом, и, конечно, надо в ближайшее время закон через парламент там принимать. По коллегии судей Верховного суда и по представительной общественности, я думаю, здесь никаких вопросов быть не может, у нас, в принципе, заявленные и опытные люди есть, но они должны быть всего согласованы с вами, чтобы работа в коллегии проходила как членом дискуссии, но при этом, чтобы она планово проходила. Ну, а остальные все вопросы, давайте мы тогда сейчас в рабочем порядке с вами поддержим любые ваши начинания в этом плане. Сегодня участковые уполномоченные полиции отмечают свой профессиональный праздник. Дата 17 ноября выбрана не случайно. Именно в этот день, 94 года назад, Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный документ положил начало формированию института участковых советской полиции. В день участковых уполномоченных полиции отмечает особо отличившихся сотрудников и работников, а также ветеранов, внесших большой вклад в укрепление правопорядка. В настоящее время в подразделениях МВД России служат более 48 тысяч участковых уполномоченных, под контролем которых находится более 4 миллионов лиц, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел. В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому бакалаврам могут гарантировать право бесплатного обучения по программам специалитета. Предлагается скорректировать перечень образовательных программ, освоение которых считается для студента получением второго высшего образования. Инициатор законопроекта поясняет, возможность получения бесплатного высшего образования обуславливается получением абитуриента уровня образования впервые. При этом Миноборнауки России уточняет, что одновременное получение в ординатуре, интернатуре, а также в аспирантуре не считается получением второго высшего образования. В этом случае обучение может проходить за счет средств федерального бюджета с назначением стипендий. В Альгете готовится к открытию новой мечети. Храм возвели за максимально короткое время. Одновременно в нем смогут молиться до 500 человек. В общем, комплекс состоит из основного зала, помещений для медресе и для совершения омовения. Слово Лилии Гайсановой. Муэдзин читает призыв на обязательную молитву. Безоговорочное посещение мечети касается только мужчин. Совершить молитвенный обряд теперь жители горного села Альгети могут, пожалуй, в самой красивой мечети района.
За короткий срок был завершен весь комплекс, подведены все необходимые коммуникации. Жители села охотно помогали строителям в период возведения храма. Официальное открытие запланировано через 2 месяца. Здесь, несмотря на то, что осталось доделать некоторые штрихи и ковры полностью не разложены, прихожане со всего района в пятницу провели коллективную молитву. Вот и сейчас на Зухур сюда пришли те, кто находился рядом. Мечеть с 4 минаретами и куполом, который отливается золотым цветом. Сам храм представляет из себя двухэтажное здание, способное вместить до 500 человек. Внутренняя часть оформлена в стиле накш. И михраб, глухая молитвенная ниша в стене, украшен импровизированной каабой. Ночью мечеть освещает 8 небольших, одинаковых по форме и размеру люстр. И главная хрустальная по центру, которая весит несколько сотен килограмм. Высокие окна с полукруглым завершением освещают храм в дневное время. Потолок украшен в восточном стиле. Здесь нарисованы 99 имен Аллаха. Вот, например, Малик и Ар-Рахим. Молящийся смотрит в сторону импровизированной Каабы, которая находится в той же стороне, что и Кааба в Мекке. Старая мечеть, которая находилась на этом же месте, была слишком маленькой, и прихожане в пятницу еле вмещались в нее. И во время строительства они молились в небольшом здании на той стороне берега Ассы. В новом святилище для каждого найдется свое место. Сидолжу меттиге яатсан ялчын дел элчно йох дел салмаш халтсына дүниен чуху дал ибаттыра цадигасага кан кыйматтина дал ялсмочу цадогдысын до азыл дуак нематтер вах чогу ал хамбяда доч вах камбу онабер. Здесь созданы все условия для посетителей. Оборудована парковочная площадка. В храме есть специальная комната для омовения, которая оснащена современным оборудованием. Есть возможность для обучения основам ислама. Первый этаж занимает школа медресе, рассчитанная на 50 ребят, которые смогут духовно просвещаться. Второй – молебный зал, откуда открывается вид на такие же величественные сооружения, построенные нашими предками несколько сотен лет назад. Айера хужри хугитха аляндали. Яра 12 на 6 шоуз этбира решит нет хер. Комнат. Теплый пол до ухч. Пожалуй, это самый крупный духовный центр во всем Джайрасском районе и большой подарок для местных жителей. Кажется, теперь прихожане не захотят уйти отсюда после молитвы, ведь время, проведенное в мечети, вряд ли можно считать потерянным. Лейла Гайсанова, Адам Далаков. Новости 24. Руководители муниципалитетов должны следить за ходом строительства объектов на веренных им территориях. Об этом заявил глава региона на совещании в Магасе. В частности, речь шла об улучшении качества водоснабжения в регионе. Работы в этом направлении ведутся в рамках инвестиционной программы компании «Роснефть». Устраняя проблемы в подаче воды, власти надеются, что в лучшую сторону изменится и платежная дисциплина. Подробности в материале. С основным докладом о проверке качества работ по улучшению водоснабжения на совещании выступил помощник советника главы республики Башир Бузуртанов. Он доложил о результатах проверки межведомственной рабочей группой качества выполненных работ. Согласно утвержденного плана графика проведения работ по улучшению водоснабжения, благотворительным фондом «Память» необходимо было построить 14 резервуаров, 62 километра водопровода и 10 скважин. Средняя глубина скважин составляла 280 метров. Генеральный подрядчик ООО «Стройпрогресс». На сегодняшний день построено и сдано в эксплуатацию 16 резервуаров. Из них 14 резервуаров объемом 1000 метров кубических и 2 резервуара по 125 метров кубических в сельском поселении Чемульга. 62,2 километра водопровода и 9 скважин. Бузуртанов также рассказал о некоторых недочетах, которые выявлены в ходе проверок. Замечания в основной своей массе явились недоработки и ошибки в проектной документации. Так, при проектировании объектов не были отработаны мероприятия по пересечению подземных инженерных коммуникаций и газопроводов. Не предусмотрено и энергосбережение площадок. Есть замечания и недоделки по выполненным работам. Первое – это отсутствует видеонаблюдение, пожарная сигнализация и тревожная кнопка. Ограждение по периметру не соответствует требованиям охраны и техники безопасности объекта. В проекте сеточное ограждение по бетонным столбам. Отсутствует павильон скважин и освещение по периметру.
Территория, прилегающая к насосам, не благоустроена, заросла амброзией. В ходе совещания руководитель региона обратил внимание присутствующих на ряд обстоятельств, которые отразились на качестве воды из некоторых скважин. Он поручил до конца ноября разработать план-график по устранению неполадок и замечаний. Задача не просто поставить скважину, а обеспечить и поступы, и охрану, и безопасность, ну и элементарные условия. Поэтому деньги надо закладывать не только там просто пробурить скважину, поставить резервуар, а в конечном варианте нам он для чего нужен? Для того, чтобы это все работало. Если это все не работает, то тогда непонятно, тогда для чего мы это все делаем. Поэтому тоже предусмотрите и посмотрите, как это все дело исправить. Не снимает Юнусбек Евкуров ответственности из глав муниципальных образований. По его мнению, они должны находиться на объектах, которые строятся в подведомственных территориях еженедельно, а на проблемных участках каждый день. В прошлом году провели работу, скажу так, где-то на 80% задачи справились, хотя могли бы успешно справиться и на 150%. Но почему-то многие главы сельских поселений, ну и ряд глав муниципальных образований, когда предложения давали, проекты свои согласовывали, не совсем доработали с учетом потребностей, ну и самого там проекта, который мог бы дать хороший результат. Поэтому у нас получилось, товарищ Исрапан Латыров, в Назрановском районе проблемы, в сельском поселении Плиево. Очень много проблем в этом году. Хотя вы мне лично тогда говорили, что если мы это сделаем, то проблемы там снимутся. А при этом в городе Назране, там ряд улиц, которые постоянно были проблемными, ни одного вопроса поэтому не возникло. Вот там и отношения. Товарищу Течой вода мы тоже непонятно, как получилось. Проложили все, 20 метров до резервуара воду подвести, оказывается, газопровод высокого давления. И все лето люди без воды. Хотя работу колоссальную провели. Глава отметил, что вода должна быть чистой, а главное, должна идти постоянно. Создав эти условия, власти вправе требовать плату за нее. С первого дня, если вы там не будете сами находиться, ваши подчиненные там не будут находиться, ну ни один проект не пройдет. Вы же прекрасно это знаете. Даже тему сейчас в Сунже третий раз показывают по телевизору. Я сколько раз говорил, и вам как чиновникам, руководителям говорил, и вам как вице-премьеру, министру строительства, и главам говорил, никому не позволяйте лопату вкопать, яму выкопать, пока вы не поймете, для чего это делаете. Ну как так можно? Скопали, траншею выкопали, теперь все смотрят, для чего мы выкопали траншею? Трубы нет, этого нет, этого нет. Вы проблему целой улицы людям создаете проблемы. И все главное, там одна передача прошла, вторая передача прошла. И все смотрят, как будто вот лишь бы глава не увидел это все. Хотя после одной передачи, там даже передача не нужна, сами должны видеть. Начало и конец работы. Есть те работы, которые там, понятно, можно чуть-чуть затянуть, там, хотя затягивать не надо. Ну, есть работы, которые мы должны делать там даже с трехсменным режимом работы. Вот это как раз уличные работы. Сколько там на Назране выкопали тоже. Траншеи понакопали, все понакопали. Вот сегодня там еле-еле там успеваем заасфальтировать. Вот это должно быть, чтобы этих ошибок не было. Поэтому я категорически требую и от вас, и от министра строительства, и от всех глав муниципальных образований личного контроля. Если проект не готов, если люди не готовы, если вы не знаете начало, середину, конец работы, и на выходе вы не видите, не начинайте эту работу. Не лезьте туда. Обратите на это очень серьезное внимание. Юнусбек Евкуров выразил уверенность, что платежная дисциплина населения за потребленную воду значительно повысится при бесперебойном обеспечении населения водой. Лейла Гайсанова, Муслим Ганиев, Новости 24. Попытка улучшить качество водоснабжения в Яндаре пока остается безуспешной. После бурения новых скважин вода из-под крана оказалась непригодной к употреблению. Все дело в ошибке, допущенной при подключении насосов. Пока местные жители вынуждены обходиться покупной водой. Репортаж нашего корреспондента.
Радость после бурения новых водяных скважин у жителей микрорайона сельского поселения Яндыри длилась недолго. 2 недели они оставались без нормальной возможности постирать или приготовить. Из-за неправильного подключения насосов пришлось снова сидеть без воды. Там проблема была то, что они опустили туда трубы, а труб были мало. Потому что там по глубине они короче поставили. Вот сейчас добавили по 3, по 4 трубы добавили. Сейчас насос, поменяли новые насосы, поставили. Вот как мы видим, сегодня вода вроде пошла. Воду хоть и пустили, но вместе с ней появилась новая проблема. Жители жалуются, она непригодна не только для питья, но даже умыться ею опасаются. Мутная и слизкая вода оставляет след не только на дне емкости, но и на душе. Вчера у нас воды полдня не было, сегодня нам воду дали. Вот в таком она состоянии. Это сейчас она уже идет чистая, считается. Вот она. Стоит в воде немного постоять, остается след. Жирный след на стакане остается. Питьевой водой жители запасаются как могут, закупают в магазинах или набирают на родниках. Ведра, канистры, бочки и даже пластиковые бутылки. В ход идет все, но даже так водой на все нужды не запасешься. Смотрите, здесь очень хорошо видна вот эта слизь. Вот она. Это за это время она уже дала осадок немного. Если эту воду набрать в чайник, и после кипячения там явно бывает видна полоски слизи, если сверху посмотреть на эту воду. Настолько она вода эта грязная идет. Кто мутит воду и почему она такая грязная, местные власти объясняют тем, что трубы заменили недавно. Нужно время, пока они прочистятся. Но причина, почему этот процесс затянулся почти на неделю, далеко не в этом. В скважинах, откуда и поступает вода, своевременно не установили устройство сброса. Вот чтобы прочистить, вот это нам не предусмотрели. Там нету сброса воды. Ни в одном месте по всей линии нету сброса. Это не должно быть. Потому что, чтобы ее сбросить, они через квартиры должны проходить. Это грязная вода, хоть какая вода. Поэтому я попросил, чтобы поставили. Ну, пока не установили, чтобы сброс они сделали. Пока эта проблема будет решаться, жителям придется запастись не только водой, но и терпением. Остается только надеяться, что их чаша в скором времени наполнится совсем не ожиданиями, а чистой и живительной влагой. Жаредат Халухоева, Мэрбек Межоев, Новости 24. Одно из видео, недавно опубликованных пользователем соцсетей, вызвало негодование у интернет-сообщества. Автор ролика снял на мобильный телефон, как канализационные отходы сливают в реку Сунжа. И такое, судя по комментариям, происходит не первый раз. В этой связи представители Комэкологии, Росприроды и Роспотребнадзора решили выяснить проблемы в работе очистных сооружений Карабулака. Материал нашего корреспондента. Очистные сооружения в Карабулаке не работают, а ассенизаторные машины приезжают и сливают нечистоты в колодцы, которые напрямую попадают в реку Сунжа. Автор видеообращения Магомед Хамхоев, житель Яндыри, на такую картину наткнулся в очередной раз, когда приехал в Карабулак порыбачить. Жалуется, в загрязненной реке даже и рыбы не осталось. Комитетом экологии была собрана рабочая группа для проведения рейда с участием водоканала, Росприрод и Роспотребнадзора, а также местной администрации. Давай посмотрим. Давай от начала, да? Давай. Очистные сооружения запустили еще в 2012-м. Поначалу объект стоял на балансе городской администрации, но пару месяцев назад перешел к водоканалу. Тогда и началась масштабная реконструкция сооружений. Я полностью, все это заросло, полностью камышом зарасти делали. Вот эти иловые площадки уходить некуда было, полностью полные стояли. Света не было. Свет нам подали. Все это хозяйство мы убрали, иловые площадки опустошили, вот с нуля мы начали работать. Как правило, на предприятии вода должна проходить 3 этапа очистки. Механическую, которую проводят при подаче горячего воздуха, хлорирование и биохимическую. Необходимые работы и очистные в данное время начали функционировать. Мы проводим механическую очистку, хлорируем. Теперь проводим объем работ, чтобы сделать последний ультрафиолетовую очистку. И, думаю, в ближайший месяц полный цикл работ по
этому будет завершен. Река Сунжа относится к объектам федерального значения. В связи с этим ранее Роспотребнадзором и Росприроднадзором были отобраны пробы воды для установления степени загрязнения. Сброс воды был загрязнен. В связи с этим мы в отношении администрации возбудили дело, так как очистные сооружения были на балансе администрации. Администрация нам дала документ, что уже на баланс Ингуш регион водоканал уже перекинули. И в отношении Ингуш водоканала мы проводим сейчас дело, административное расследование. Ингуш регион водоканала должен быть производственный договор, то есть они должны заключить договор с ФОБУ, Центром гигиены и эпидемиологии, и регулярно проводить анализ вот этих после очистки сточных вод, узнать, качественно очищать или некачественно в данный момент. По данным выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры, также дано предписание со сроком их исполнения. Ориентиры заданы, задачи озвучены, а комиссия обозначила сроки их решения. Работа определенная проведена по организации работы очистных сооружений, но еще предстоит этапы очистки, наладить там биологическую очистку, и хлорирование должным образом. И в крайний срок, в месячный срок, вот предприятия, эксплуатирующие очистные сооружения, обещают всю эту работу провести и уже окончательно привести в норму. Вопрос эффективной работы очистных сооружений взят на особый контроль природоохранными ведомствами. Мака Келиматова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Делегация из Ингушетии под руководством министра культуры Марит Газиева принимает участие в 6-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит в эти дни в северной столице. В работе форума принимают участие 79 стран. Это более 34 тысяч представителей культуры и СМИ. Программа включает в себя профессиональные и общественные потоки. В секциях литературы и чтения, кино, изобразительное искусство и других пройдут симпозиумы и брифинги, конференции и круглые столы. Также гости форума смогут побывать на кинопоказах, театральных премьерах, концертах и панельных дискуссиях. Всего на 102 площадках пройдет порядка 400 мероприятий. Керосиновые лампы, значки, марки, кожаные ремни. Может, в свое время эти вещи не представляли какую-либо ценность, но сейчас они стали экспонатами музея, личного музея Багаудина Гагиева. Мужчина собирает предметы старины. Фонд коллекционера постоянно пополняется. Он раскинулся аж на 3 арендованных зала. С коллекцией Багаудина ознакомилась Мария Мистоева. Собирать предметы быта ингушей разных временных периодов Багаудин Гагиев начал еще 5 лет назад. И за такой короткий промежуток времени коллекционер умудрился создать целый музей. Главное дело жизни Багаудина зародилось благодаря одному случаю. Вот ашки заштилыш меттешки янзыш войны удылыш баргейсун я лихи лолхошки заштилыш латыш так хатва хазыш ялыч футбол молди вала я стя дачил кирча еш таштил ох я росту халқо ялас так аз этик мерер же хамаж миер дин да ичут ошут га ичут я шанзир фиц хоjdох нахба. С этого все и началось. Родственники, да и просто знакомые стали привозить коллекционеру все, что годами, а иногда веками хранилось в семье. Правда, в некоторых случаях Багаудину приходилось и выкупать экспонаты. Самый дорогой обошелся ему в 70 тысяч рублей. Ну и те, что куплены, и те, что достались даром, для коллекционеров все бесценны. Речь о том, чтобы что-то продать, и быть не может. Особая гордость – это находки, сделанные во время строительства современного Магаса. Почти вся эта витрина заставлена экспонатами времен Аланской эпохи. Определить это помогли археологи. Здесь есть даже бурка некоего Лорса. По словам коллекционера, на ней есть следы от пуль. А дольше всего хозяин музея искал цепь, которая висела над очагом. Причем цепь эта символизировала целостность семьи и передавалась из поколения в поколение. И у каждого экспоната здесь своя история.
Hazırca işte sayılıcı ham Südaçen şu koruyor. Yarı daçen çede koruyor ki fit oldu. Nahma bi. Ot yiye çat yol şama akça izdo. Da hajıl yarı mal mı bir yerdi yani. Yer mufdil yıl beşhan da. Zakhun nokta galaş bağış bu nah. Sarham awali işlil beşhanmış. Кожаные ремни, которыми подпоясывались наши предки, кинжалы и ножи – все принесено в музей потомками владельцев этих вещей. Семейные реликвии сдаются сюда не потому, что не важны уже для тейпа, а ради лучшей их сохранности для будущих поколений. В нижнем ряду этой витрины у коллекционера расположены кувшины, с которыми горянки ходили по воду. На каждом из кувшинов на ножке находится бирка, на которой написана фамилия хозяев. Возможно, когда-то именно с таким кувшином на плече моя прабабушка ходила за водой к роднику. На самом деле кувшин сам по себе тяжелый, и, наверное, мое поколение не смогло бы с учетом тяжести кувшина носить в нем еще и воду. Ну а в этом зале мужчина хранит предметы более позднего периода. Это и керосиновые лампы, и электрические, всевозможные значки и марки. Их собирали молодые люди. Одежда, посуда – все говорит о советской эпохе. Все экспонаты поделены Багаудином на разные временные отрезки и, соответственно, располагаются в разных залах. Причем упор делается на время до высылки и после. В этой комнате Багаудин Гагиев собрал все предметы, которыми пользовались наши предки по возвращении из Казахстана. Это и старый шкаф, столы, стулья, швейная машинка, старые часы и даже радио. И все это 50-х годов. О том, что мы находимся в 2017-м, выдает только пейзаж за окном. И радио с возможностью прослушивания пластинок, и швейная машинка считались предметами роскоши. Позволить себе их могли только состоятельные семьи. А в отдельном кабинете Багаудин Гагиев занимается документацией. Это сбор информации об ушедших на фронт Великой Отечественной войны и геологическое древо тейпа Гагиевых. В ближайшее время коллекционер планирует найти подходящее место и помещение для создания полноправного музея. Сам коллекционер уверен, что без прошлого ни у одного народа не может быть и будущего. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Весь год проходит под знаком 25-летия Ингушетии, а в следующем году столько же исполняется и общественно-политической газете «Ингушетия». В честь юбилея редакция планирует ряд мероприятий. Но какой же праздник без красивого наряда? Газета «Ингушетия» совместно с «Такси Тешем» объявляет конкурс на лучший логотип. Конкурсантам предстоит создать оригинальный, привлекательный и легко узнаваемый праздничный логотип. Все желающие могут прислать в редакцию газеты свой вариант, причем это может быть даже рисунок от руки. Один участник может прислать до 5 работ. Победитель получит сертификат от редакции газеты «Ингушетия» и денежный приз в размере 20 тысяч рублей от ее партнера «Такси Тешем». Работы будут приниматься до 15 ноября по 31 декабря. Все работы можно присылать на редакционный имейл газета ing@yandex.ru. Итоги конкурса будут подведены в пресс-центре газеты «Ингушетия» 17 января следующего года. На предстоящем турнире М1 Челлендж «Битва нартов» заявлено 7 ингушских спортсменов. Двое из них являются представителями бойцовского клуба «Эрзим». Соревнования состоятся 24 ноября. В настоящее время спортсмены проходят усиленные тренировки со своим тренером. Микаил Тангиев продолжит. Для Вахи Шанхоева, перспективного и целеустремленного бойца М1, участие в турнире «Битва нартов» станет дебютом. Последние поединки сложились для спортсмена весьма удачно. Теперь он намерен продолжить эту победную серию, выступив в предстоящем бою против сильного и опытного бойца из Франции. Встреча двух файтеров обещает быть одной из самых зрелищных в этот день. Соперник у меня француз, неплохой в борьбе, хороший грэпплинг. Вот. И под него тоже, да, работал, смотрел несколько боев, так особо даже не интересовался. Посмотрим, ринг покажет. Сборы в Таиланде, упорные тренировки в родном зале. Так проходит подготовка к турниру еще одного ингушского файтера Ахмадхана Бокова. В прошлом году на битве нартов боец оказался в числе сильнейших. Применив эффективный болевой прием на руку, он заставил соперника сдаться, не оставив ему ни единого шанса на победу. И на этот раз Ахмадхан намерен удивить и снова порадовать своих земляков. Я себя чувствую хорошо, форма тоже хорошая. Подготовка идет хорошим темпом. Сейчас уже завершающая стадия, весогонка. Пару килограмм осталось гонять. Спарринги, доработка техники, вот, весогонка.
Перед каждым турниром Федерация смешанных единоборств Ингушетии проводит жесткий отбор. Шанс выйти в рейдж получают не все, а лишь те, кто показывает лучшие бойцовские качества на тренировках. Ваха Шанхоев и Ахматхан Боков – это именно те бойцы, которые путем долгой и кропотливой работы над собой доказали, что готовы выступить успешно и на таких серьезных соревнованиях, как битва нартов. Подготовили мы их достаточно хорошо. Я сам занимался их подготовкой, сам их отправлял, сам контролировал, все делал сам. Потому что для меня, чтобы потом не переживать, что я не сделал, где я не доработал, я хочу быть уверен в том, что я сделал все для того, чтобы эти ребята выступили достойно, чтобы они уже росли как бойцы. Несколько тысяч зрителей в зале и свыше миллиона по ту сторону экранов в 100 странах мира. Каждый из бойцов понимает, какая ответственность на них возложена. Ведь победа на таком грандиозном турнире станет одним из первых шагов спортсменов в мир большого спорта. Михаил Тангиев, Исмаил Гетагажу, Рамзан Миржоев, Новости 24. Цили делает ставку на летающие автомобили. Китайская автомобилестроительная компания обещает представить публике первую летающую машину уже в 2019 году. Машины будут собираться массачусетским стартапом Terrafuge, который был приобретен китайским автогигантом в этом месяце. Автомобиль поможет решить проблему дорожных пробок. Прототип летающего автомобиля был разработан еще в 2012 году. На тот момент стоимость такой машины оценивалась в $279 тысяч. Такой была информационная картина уходящего дня. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.